гостей из России. Veseli me, da sem spet v prijateljski Sloveniji, kjer vedno z iskreno gostoljubnostjo sprejemajo goste iz Rusije. Особое волнение и я, и все мои соотечественники испытывают, когда посещают это место. Posebno ganjenost, tako jaz, kot tudi moji rojaki, počutimo tu, ko obiskujemo ta kraj. Русскую Свято-Владимирскую часовню. Rusko kapelico Svetega Vladimirja. Ровно 100 лет назад она была возведена в честь российских солдат, трагически погибших в этих местах в ходе Первой мировой войны. Prav pred 100 leti je bila zgrajena v čast in spomin na ruske vojake, ki so tragično izgubili svoje življenja v teh krajih med Prvo svetovno vojno. Поражает, что ее построили тоже русские солдаты в память о погибших своих товарищей. Osobljivo je dejstvo, da so jo zgradili tudi ruski vojaki v spomin na svoje umrle sorodnike, sorodnjake. Известно, что только в одном лагере для военнопленных в этого перевала от непосильного труда, голода, лишений погибло около 10 тысяч русских солдат. Znano je, da v teh letih tu od težkega dela, lakote in pomanjkanja umrlo skoraj 10 000 ruskih vojakov. Знаете, когда я поднялся сюда, увидел эту скромную часовню, то подумал. Ko sem šel gor in videl to skromno kapelico, sem pomislil. Кто из тех, кто строил это скромное сооружение, мог думать, что через 100 лет после этого мы здесь соберемся и будем вспоминать о жертвах Первой мировой войны. Думаю, что они даже об этом не думают. Ali je nekdo od tistih, ki je gradil to skromno kapelo, lahko mislil, da po 100 letih bomo zbrani tu v takih količinah, da bi počastili spomin на žrtve Prve svetovne vojne? Verjetno nihče. Но это происходит благодаря представителям различных конфессий, представителям католической церкви, православной церкви, представителям мусульманской общины. Ampak to se dogaja in to se dogaja tudi zaradi podpore različnih verstev, različnih cerkva, katoliške, pravoslavne, muslimanske. Это происходит благодаря жителям Украинской горы. To se dogaja zahvaljujoč prebivalcem Kranjske gore. Благодаря многим поколениям словенцев. Zahvaljujoč veliko generacij Slovencev. Я всего сердца, от всей России, от себя хочу поблагодарить Словению и словенцев за то, что вы делаете для сохранения памяти о жертвах, которые мы все вместе, в том числе Россия, принесли на алтарь победы не только в Первой мировой, но и во Второй мировой войне. V imenu Rusije in v svojem imenu zahvaljujem Sloveniji in vsem Slovencem za vse, kar ste naredili, da se ohranja spomin na žrtve vojn, na to, kar povezuje vse nas in tudi Rusijo, na vse, kar smo dali na oltar tako Prve kot Druge svetovne vojne. Повторю еще раз. Спасибо, Словения. Še enkrat bi lahko hvala Sloveniji. Дорога через перевал, проложенная нашими солдатами, заслуженно до сих пор называется русской. In po zaslugi cesta, ki so jo zgradili v časih naši vojaki, se imenuje Ruska cesta. Эта часовня стала символом дружбы российского и славянского народа, символом общего стремления к миру, сотрудничеству и процветанию. Ta cesta, ta kapelica je postala simbol prijateljstva ruskega in slovenskega naroda, simbol naše skupne težnje za mir
за благиню и просперитетом. Сегодня, позднее, мы вместе с господином президентом откроем в Любляне новый мемориал памятник российским и советским солдатам, погибшим на территории Словении в двух мировых войнах. Kasneje skupaj z gospodom predsednikom bova odprla tudi nov memorial, spomenik ruskim in sovjetskim vojakom, ki so umrli na slovenskih tleh v dveh svetovnih vojnah. Он будет напоминать нам о самоотверженности воинов России и о решающем вкладе Советского Союза в освобождении Европы от нацизма, о бессмертном подвиге поколения победителей. Та нас споминал tudi na samopožrtvovalnost vojakov Rusije, na odločilno vlogo Sovjetske zveze pri osvobajanju Evrope od nacizma, o nesmrtnem podvigu generacije zmagovalcev. Памятник будет отражать нашу общую принципиальную позицию о недопустимости попыток исказить и переписать историю, оправдать преступления, повлекшие гибель миллионов людей. Spomenik bo odseval našo skupno načelno stališče o nedopustnosti poskusov, da se zgodovina potvarja ali prepisuje, da se upravičujejo zločini, ki so povzročili smrt milijonov nedolžnih ljudi. Именно поэтому мы вместе будем продолжать просветительскую работу, прежде всего среди молодежи. Prav zato nadaljujemo tudi široko izobraževalno delo, da se seznanimo zgodovino predvsem mlade. Чтобы мы не только помнили о ужасах войны, но вместе работали над укреплением взаимопонимания, доверия, безопасности в Европе и мире. Da ne bi samo pomnili o tegobah in grozotah vojne, ampak da bi zavedali tudi nujnost krepitve razumevanja, zaupanja, varnosti в Европе и на целом свете. Сегодня в ходе переговоров с господином президентом мы, безусловно, наметим новые перспективные проекты по развитию всего комплекса наших отношений. Danes med pogovori z gospodom predsednikom sigurno bomo načrtovali tudi nove obojestransko koristne projekte v prid razvoju celotne palete naših dvostranskih odnosov. И в завершение. Признательность руководству Словении, членам общества «Дружба Словении и России», другим общественным организациям, всем словенцам за бережное отношение к нашей общей истории, за память о российских гражданах, судьба которых оказалась связана с трагическими событиями на Советской земле. И на концу би рад изразил искреннюю захвалу водству Словении, членам Дружба приятельства Словения-Русия, другим организациям, всем словенцам за скарбен odnos до нашої skupne zgodovine, до spomina na ruske državljane, usoda katerih je povezana s tragičnimi dogodkami на slovenskih tleh. Хотел бы поблагодарить за искреннее стремление и усилия по укреплению фундамента европейского единства, на котором и должно строиться будущее Европы. Rad bi se zahvalil za iskreno željo, da se gradijo trdne temelje evropske enotnosti, edino na kateri se lahko zgradi prihodnost naše celine.